люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано Виктору счастье. Николаевичу Пожалуйста, Губареву. помните. Дорогие наши ветераны, дорогие наши участники боевых действий, участники специальной военной операции, дети войны, жители нашей замечательной, дружной, многонациональной республики и столицы нашей города Якутска. Юность Якутии, дети войны, юноармейцы, пионеры, комсомольцы. Движение первых у нас зародилось и набирает силу движения наших юных якутян. Сегодня тяжелый день. 82 года назад, такой же солнечный день, рано утром, вероломно, без объявления войны, фашистские орды вторглись на территорию нашей страны. Все делало наше государство, Сталин, руководство для того, чтобы оттянуть. Дыхание уже войны было несколько лет. Но нужно было подготовиться. Нужно подготовить было перевести страну на военный рельс. Нужно уже готовиться к эвакуации, там, где нужно было обеспечить промышленность военного выпуска. Но, тем не менее, конечно, это было неожиданно. Но фашисты и в этот раз пустили вперед, как и сегодня, американцы, коллективный Запад, руками украинцев. Ну и там более 50 стран участвуют в этом. Воюют на уничтожение русского мира. Но тогда и Брестскую крепость брали не фашисты, брали их союзники. Румыны, по-моему, там еще кто-то. Первый. Их тоже хватало всех, многих. Вечная слава защитникам Отечества, павших за независимость нашей советской Родины. Вечная слава. Дорогой ценой досталась победа. 27 миллионов населения Советского Союза. 20 миллионов это граждане Российской Федерации Советской. 1418 дней понадобилось, чтобы хребет сломать этого фашиста. И 9 мая 1945 года знамя победы над Рейхстагом было возвышено. Колоссальные потери, ну страшно говорить. Но в то же время ни один детский дом не был закрыт во время Великой Отечественной. Ни один. Ни один, который уже потерял родителей в период войны, он был государством защищен. Разрушен 25 миллионов без жилья. Разрушено, десятки тысяч заводов и так далее. Но через 15 лет был достигнут уровень предвоенный. Через 15 лет коммунист Юрий Гагарин взлетел в космос. И мы сегодня тоже с вами здесь собрались, молодежь разных направлений. Здесь и пионеры, и комсомольцы, и коммунисты, и юноармейцы. Они должны знать, сегодня изучать историю. 3 задачи уже после войны поставили, 3 задачи Запад, который никогда обнимался и после 90-х годов, но держал камень за пазухой. Уже разрабатывались бомбы, 3-я должна уже на Советский Союз полетела. Не получилось. Восстановили все разрушенное. Потому что великое было желание. И во время войны участники и победители воевали за нас с вами, за светлое будущее, за народную собственность, что будет бесплатное образование, здравоохранение, что будет человек защищен, что он будет хозяином своей страны.
И сегодня в эти время много сделано было ошибок за последние лет. И сегодня президент Российской Федерации призывает объединиться, сплотиться. Сплотиться для победы над коллективным Западом против неофашистов и бандеровцев. Против коллективного Запада. Против нас воюют страны Запада, которые производят 40% мирового продукта всего. 40%. Они воюют против нас. Более 50 стран. А мы всего лишь 3%. А было столько же. Ну, было, примерно, уровень в десятку входил в наш Советский Союз. Поэтому нужно сегодня действительно сплотиться на основе великого опыта советской страны. Великого опыта патриотического воспитания. Войну выиграл и учитель, который подготовил за эти годы советской власти молодого человека, который шел на амбразуру. Самолет направлял, значит, на вражеские танки. И совершал подвиги, зная, что его смерть будет не забыта и не напрасна. Поэтому вот это вот нужно вернуть сегодня. Они 3 задачи ставили. Первое – разрушить советское образование, государственную торговлю и после этого национализацию. Сегодня объединиться можно на том, чтобы действительно ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Сверхбогатые должны платить сверхдоходы. За этот год прошедший 22 миллиардера появилось. Ну это хорошо, но эти деньги должны работать на советскую, на наше государство, на Российскую Федерацию. Поэтому мы все должны сделать для того, чтобы победить. Все для фронта, все для победы. Все делать для того, чтобы всех окружить вниманием и заботом их семьи. Нашим пожелать успеха, победы. Мы знаем, что и сегодня, значит, многие гибнут. Как можно меньше должно быть. Сохранить, мы о чем говорим, и приблизить победу. Все для фронта, все для победы. Никто не забыт, ничто не забыто. Вечная слава. Детям своим Вечная расскажите слава о них, чтоб запомнили. защитникам Отечества, отдавшим свою жизнь расскажите за о свободу них, и независимость чтоб тоже нашей запомнили. Родины. Вечная слава.